первый день лета, 1 июня, отмечается Международный день защиты детей. Впервые этот праздник был проведен в 1950 году. От чего сегодня нужно защищать детей? Наверняка многие взрослые легко ответят на этот вопрос. И мы решили спросить об этом самих детей. Вы знаете, что 1 июня – День защиты детей? Да. И что вы делаете в этот день защиты детей? Ну, мне мама много чего разрешает в этот день делать. И это как праздник наш. Конечно же, это праздник, международный, да, праздник? А вот что тебе мама, к примеру, разрешает много делать? К примеру, она дает много денег и разрешает ходить по разным магазинам и покупать те вещи, которые я сам себе не покупаю. Хорошо. Не только денег, она разрешает много сладкого, например, кушать и всякое такое. Хорошо. Как ты думаешь, для чего нужен нам этот праздник? Это, например, напоминает, опять же, о войне, раз День защиты детей. Да, правильно, ты думаешь, молодец. От чего нужно сегодня защищать детей? Нужно защищать от плохих людей, от плохих поступков, от наркотиков, чтобы они не становились плохими людьми. Хорошо, что в вашем понимании плохие люди и плохие поступки? Скажите, пожалуйста. Ну, плохие люди, которые, плохой пример для детей дают некоторые родители, начинают курить, употреблять наркотики, пьянствовать, и дети это видят и начинают так же делать. А каким образом можно детей защитить от этого? Разговаривая с ними, говоря, что это плохо, нужно заниматься здоровым образом жизни. Скажи, пожалуйста, вот есть что-нибудь в этом мире, от чего тебе страшно? Нет. Ой, как молодец, ты такая смелая девочка. Ну, есть какие-то, какое-нибудь зло в этом мире есть, как ты думаешь? Что такое зло? Зло это что, например, такое? Не знаю. Отлично, ты не знаешь, что такое зло, ты знаешь, что такое добро. А добро что такое? Это когда как? Это когда защищают детей, родителей. Хорошо. А кто защищает? Мамы, папы. Как тебя мама с папой могут защищать? Если я упаду, мама меня сразу поймает. Еще от чего можно защищать детей? От всяких мошенников, бандитов, хулиганов. Хорошо. А как взрослые вам могут в этом помочь? Как они могут защитить? Предоставить правила, чему стоит, что стоит делать, чего не стоит. Ты знаешь, что такое мне, как 1 июня, Да. День защиты детей? Чем этот день для тебя особенный? Ну, я тогда родился. Это праздник вообще. А как ты думаешь, от чего нужно в нашем мире защищать детей? От насилия, чтобы не били их. Что может угрожать детям в этом мире? Это интернет. О, отлично. А как интернет может угрожать детям? Например, какие-нибудь сайты, где... Например, вот есть ВКонтакте такой сайт, и там есть такие люди, которые говорят им, например, сделай такое-такое задание, и что-то им будет. Там, например, деньги. И они их выполняли. Да. Это задание, оно само по себе нехорошее. Да. И они выполняют нехорошее задание. Дети. Да. Ну, вообще, какое-нибудь зло есть в этом мире? Ну да. От чего вам страшно? Ну, скорее всего, именно от войны. От войны. Всё, да. Ну, я думаю, защита детей. Ну, у детей должно быть хорошее воспитание. Как вы считаете, защищать детей могут только взрослые или дети друг друга тоже могут защищать? Я думаю, что дети могут защищать друг друга, показывая свои поступки, свою жизнь, или могут они влиять отрицательно.
примеру. Ну, вот один ребенок увидел то, что один начинает курить, он тоже хочет попробовать и следует этому примеру. И также могут присоединиться многие. И так вот развивается это курение, алкоголь. Хорошо, а положительные примеры? Например, один бегает и зовет другого друга с собой. Вы имеете в виду спортом занимаетесь? Да, у нас такое было. Мы начинали бегать, выходили вечером и устраивали пробежку. Хорошо. Ладно. Спасибо.